Максим Кирович Амосов. Сибирский государственный партийный деятель. Ахсыне онус күнігер 1997 сыллаққа нам қатырып нехелегер сәне ғылғытырауды. Училищаға веріне керін барам Платон Оюнуская оннағатын да веріне чырықытта национальный литературный кругоқа күттар. 1910 сылтан күлін тұтар үйгі Амосов областағы себетіне тұтылуын. Ото Игорь Родзинская тарата Сибирская былағы олықтау бұтын кәнне үліхет депутаттар себеттерін чилерінің онна секретарин лидер. Вера хайгытыгар саңа булас бастыкы тәрәһенләреннән салаяр. Атарҗа хайгар Сибирская булас үрүннәр сулып бутырын кәнне каттан тутылыбыт, онда саха серин тас өттүгәр ыйтылдыбыт. 1939 сылтан отайын сүрбагас күнүгәр баянны кәлиеге бирегәһенә ыйтылдар. 1956 сылтан мусустар сүрбагас күнүгәр реабилитацияланалар. 1990 сылга Ахсыны хүбәһәттис күнүгәркене ата Саха государственный университет иннерилдивде. Maxim Kirovich Amosov, Soviet statesman, the party leader, was born on December 10, 1897 in Yakutia. He, together with Platon Oyunsky and others, began to take part in students' national literary activity at college. In March 1918, Amosov was arrested by the regional council. In July, with the establishment of Soviet power by Rudzinsky detachment, he committee of the Soviet of Workers' Deputies, Commissar of Education, and carried out the first step of the new government in the field of public education. In August, after the overthrow of the Soviet regime, he was again arrested and exiled outside of Yakutia. On July 28, 1938, he was shot by the military collegium of the USSR Supreme Court. He was rehabilitated on April 28, 1956. Максим Кирович Амосов, советский государственный партийный деятель, родился 10 декабря 1897 года в Хатрыкском наследии Намского улуса Якутской области в семье крестьянина Средняка. В поступлении в училище вместе с Платоном Оюнским и другими начал принимать участие в ученических национально-литературных кружках. В марте 1918 года Амосов арестован областным советом. В июле с установлением советской власти отрядом Рудзинского работает членом и секретарем исполкома Совета рабочих депутатов. Комиссаром просвещения проводит первое мероприятие новой власти в области народного образования. В августе свержением советской власти вновь арестован и выслан за пределы Якутии. 28 июля 1938 года по приговору военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян. Реабилитирован 28 апреля 1956 года. Его имя присвоено Якутскому государственному университету 27 декабря 1990 года. Степан Максимович Аржаков Саха Серем государственный сағаларчылықтан биддестері болар. Кенесеттенне онус күнер 1999 сылға бүлі көріп қатыға біді. 1917 сылға революционина Джукускай учуталар семинариялығар верімді. Онны веріне сылжан революция кружуғар сылжығыда. 1917 сыл құлын тұтырар ырыздырпыға кирпіді. Инне большевиктері күтті күқтартып күтті бұда. 1910 сылға Центросибир заведующая болбуда. Онон бүлуге советская была гатыга күттүбүта. Советская была Саха Серегер кайбытын кенне коммунистическая университетка верана бабуда. Онно верана сылжан аксыз Российской советтар съездкасы Саха делегаттарын кытта 1907 сыл Аксынетуэр Народный комиссариат по делам национальностей эбетер наркомнац Саха Сере автономная республика боларга уанна наркомнацка Саха отделан айыллытыга туросу буттара. Онна наркомнац Аржаков этилитен кыттасы блюспите, уанна кинене Саха наркомнац отделан заведующим гыммата. Ити отдел 1901 сыл олыньо ақсыз күніттен үлелен сағалабыда. Ол сыл мусустар сүббе 4 күнігер Степан Максимович Аржаковка Саха автономиятын проегін білемнерге анабыттары. Оны ғымыйын 16 күнер наркомнац коллегиятер білем докладтар кейбеді. Ол түміге Саха автономной Советская социалистическая республика бар болбуда. Ол ген Степан Максимович Аржаков Саха Серен автономная республика болары сүрін ороллар кейі болар. Кене бар болан Саха народа уаннатыла умнулуаққа сайта тұрар. Stepan Maximovich Arzhakov was born on November 10, 1899 in Vilusk.
On the eve of the revolution of 1917, he participated in an illegal activity of Emelian Yaroslavsky, and in March 1917 joined the Yakut organization of the RSDUP. From the very beginning of party foundation in September 1917, he became an active member, carried out political and organizational work to establish Soviet power. In conclusion, he became one of the organizers of the preparation and led a group on December 15, 1919 in Yakutia. In the spring of 1921 in Moscow, he headed the Yakut department of the People's Commissariat for Nationalities, created on his initiative, and did significant work on the foundation of the Yakut Republic. After the formation of the Yakut USSR, People's Commissar of Internal Affairs and head of the Yakut Department of the State Political Administration in 1924 and other state positions. Степан Максимович Аржаков был в числе тех, кто стоял у истоков якутской государственности. Он родился 10 ноября 1999 года в городе Вилюйск. Еще в 1917 году, накануне революции, он учился в Якутской учительской семинарии. Там же он начал ходить на революционный кружок. В марте 1917 года Степан Максимович вступил в РСДРП и активно участвовал. В 1918 году его назначили заведующим большевизма на Центр-Сибири по Вилюйской области. После захвата в Якутии коммунистов он вступил в Коммунистический университет. Там он вместе с якутскими делегатами 8-го Всероссийского съезда Советов в декабре 1920 года поднял перед Народным комиссариатом по делам национальностей, или же Наркомнац, вопрос об образовании Якутской автономной республики и предложил создать в Наркомнате якутский отдел, который занялся бы решением этого вопроса. Наркомнац согласился с предложением Аржакова и назначил его заведующим якутским отделом, который начал функционировать 8 февраля 1921 года. В том же году, 24 апреля, Степану Максимовичу Аржакову поручили подготовить проект якутской автономии. И уже 16 мая Степан Максимович сделал на коллегии Наркомнаца соответствующий доклад, по итогам которого был создан Якутская автономная республика. Исидор Никифорович Барахов тыынча агыс 190 сыллаха 91 күнүгөр төрөбүтү. Жокускай учутуска семинарияга үйрөнбүтү. Ол кемигер листовканы сахатылыгар таргатарга көмөлүспүтү. Тыынча 917 сыллаха балаган ыйгар большевистский фракцияга кирбүтү. Хайыгы олора сылжыбыты. Колчаковщина канна информационно-статистическое отделение заведующая болар. Тыынча 930 агыс сыллаха олуну өз күнүгөр Москвага арестебүтү. Правый уклонга буруйдаммыта. Балаган айын 15 күнүгөр расстрелламмыта. Тыынча 916 сыллаха 631 күнүгөр реабилитацияламмыта. I'm going to tell you about Isidor Nikiforovich Barakhov. Isidor Barakhov is known to be a famous person, the devoted son of the Sakha people. His contribution to the system of people's economy of the Yakutian Republic is really invaluable. Isidor Barakhov was born in 1898 in the village Harbalakh of Verkhoyansky region. He actively interacted with well-known people of Yakutia. He corresponded with such remarkable people as Semyon Novgorodov, Alexei Golgovsky, and others. Barakhov's great words on typology and spelling of the Sakha language and well it seems nowadays, and his self-founded has survived for now. All remarkable works of Isidor Barakhov are worth researching, and they are helpful not only for economy but also the culture of the Sakha people. The Sakha people are proud of having such an outstanding person. Исидор Никифорович Барахов родился 31 января 1898 года. Учился в Якутской учительской семинарии. В это время помогал издавать листовки на якутском языке, чтобы донести народу на события сентября. В 1917 году вступил в большевистскую фракцию. Также сидел в тюрьме. После свергания Колчаковщины стал заведующим информационно-статистического отделения.
3 февраля 1938 года был арестован в Москве. Был обвинен в правом уклоне. 15 сентября был приговорен к расстрелу. Реабилитирован 31 октября 1958 года. Степан Васильевич Васильев, советской политической онно-государственной деятель. Я СССР басыкы слоячыргар кирсивита. Аксани он хаттеш күнүгер, барудан нелегер, марха улугар, жадыны элга төрәбита. Степан Васильев СССР өңнөх металлургияны ырахан промышленные алактауы жантон бетестері әді. Жукускайга легальная со боевой дружинаны терегейга генерал Семенов отряд штабын тутуга кыттыбыта. Себескай была с алактумутун кәнне Жукускайга Себескай ыраға активнайдык кыттыбыт. Тынча отутус сылга от ыйыттан СССР рабочий бағына инспекциятын наркомын аннёх металлары бөрөктөнүн салаячытынан үледәбита. Мусустар оның кес күнігер тынча тоғысыз отут бирис сылга рабочий металлары онны көмей қосауына кейін комитет председателінен табылдыбыта. Стенне 600 күнігер тынча тоғысыз отут тоқсыз сылга қайылыбыт онны алуға соқтық бұрыдаммыт. Алтынне сылга 600 күнігер тынча тоғысыз Jordan ühüs sıllaqa polis заключенныйдар лағыдаргар өтбейт. Тынча тоғысыз бен 6 сылга реабилитацияланар. Stepan Vasilyev stood at the foundation of the industry in Yakutia, the Yakut autonomy. He was born on December 17, 1896, in the Bordonsky Naslev of the Marhinsky Ulus, Viluysky district. He took an active part in creating an illegal armed detachment in Yakutsk and the fight against General Simonov's group. After establishing the Soviet power in Yakutsk, Stepan Vasilievich actively began to participate in the Soviet work. On November 6, 1939, he was arrested and unreasonably accused. On October 26, 1943, he died in the camp of political prisoners. Степан Васильевич Васильев, якутский советский государственный и политический деятель, участник борьбы за советскую власть в Восточной Сибири и Якутии. Родился в местности Тойон-Уя, Бордонского наслега, Мархинского улуса, Вилюйского округа, в семье бедняка-скотовода. В 1918 году стал секретарем Президиума Совета рабочих депутатов. С 1927 по 1934 года член Центральной контрольной комиссии ВКПБ. С 1908 по 1930 года член партколлегии в Центральной контрольной комиссии ВКПБ. 1930 год руководитель группы цветных металлов ЦКК Наркома рабочей крестьянской инспекции СССР. 1931 год по 1934 года председатель Центрального комитета Союза рабочих добычи и обработки цветных металлов и золота. С 1935 по 1939 года руководитель группы тяжелой промышленности комиссии партийного контроля при ЦК РКПБ. Директор второго авторемонтного завода Москвы. 6 ноября 1939 года был арестован и необоснованно обвинен как один из создателей и руководителей Центральной якутской буржуазной националистической организации в Москве. Умер в лагере политзаключенных в Канин-Нос-Кожвинского района, Коми СССР, ныне город Печора, 26 октября 1943 года. В 1956 году реабилитирован. Отон Алексеевич Юнский. Хэтинни онус күнігер тыгынча сөз тоғын үсіллаққа Батурускай бірін татты ұлуғын үйіз жоқсығын хенегер төрәуді. Отон Алексеевич керет дағыттен олыңққа сәнен кепсәнлерін толарачыларын ототуғар шылдыра. Ол күрдік тойксут Пантелеймон Слепцов народ кепсәнен олыңқыны толарарға ұғыра. Тыгынча тоғыз сылты сыллаққа таттадағы тыгыз қолдығыр үйрені кейбеді. Онтан тыгынча тоғыз сыллаққа Жукускай көрет 4 класстағы училищеттер үйренер. Тыгынча тоғыз сыллаққа отчыларға өсі хаңа ғыллыбыт Жукускайдағы учительский семинариятығыр үйренер. Ол күрдік Жукускайға революционный олық қой кейбеді. Сынны Губельман Орджоникидзе Петровский теребит әдір социал-демократ социалистический кружокқа кейлер. Кейіне кәдірі Максим Кириллович Амосов революционер әме хадды. Октябрьский долгую Томскайдағы учительский университет студенті болын көсі біді. Томский көрік кәнебеске власть тұрғырғарыр көқтақты күтті біді.
Платон Алексеевич Оюнский, сака национальный государственный төрүттәтче. Колчаковский власть суллубутун кенне автономия прова турбуда. Народтар бәдәрен бас биленилерин бравын туанан, ден Ленин постулатын катары 1905 сыллакка билгил дин докторун катары отчолорго сака облахын автономиятын тугар агитациялан сагалабыда. Ол курдук 1902 сыл мусустарыга Максим Кирович Амосовна Платон Алексеевич Оюнский салтынан ытыллыбыт автономный республика тарет тугунан әлбә хөрүттә хөлөтүмүктен бире. Мус устар бәттис күнүгә 1902 сыл Сака автономная Советская Социалистическая Республикадан государственный правовой статуга перелите түмүктен бире. В ЦИК президиум Сака СССР тугунан декреты таарытты. Норуппат сейдидигер өссөбир ситихинен буолар жолорен үргүн батыр олоңко. Бу народ айнидын үгүс варианттарын комуян түмүк теги оңопта. Платон Алексеевич Оюнский НКВД органнара Иркутскайга олонну үгүс күнүгер 1930 сыллакка Москва СССР Верховный Советин бастыкы сессиятын тыттан төннөн ихеригер кайылдыбыта. Кене буржуазный националистический контрреволюционный организацияны салаттатыгар буруйдаган билетенмит. Ол курдук Москвага этабынан баран ихен баластыры кытты сөбілеген Иркутскайга түннүбіті. 1995 сыллаққа реабилитациялымды. Платон Алексеевич Оюнский was born on November 10, 1893 in the Ferzuk-Sagonsky village of Zabaturus, now Tatinsky Ulus of the Yakut region. From an early age, Platon Alexeyevich was among the Yakut performer storyteller Soloncho, and already in his teenage years, he learned to perform and improvise a folk tale Oloncho under the influence of his neighbor, the songwriter-improviser Pantelimon Sliptsov. In 1906, he entered the Tatinskaya school and in 1910 the Yakut City 4-year school. Then he studied at the Yakut Teacher Seminary. During these years, young Platon Alexeyevich joined the socialist activity Young Social Democrat organized by the exiles Gobelman Ordzhonikidze Petrovsky. His revolutionary and faithful friend Maxim Kirovich Amosov also attended this activity together with him. Platon Alexeyevich Oюnский is the founder of the Yakut national statehood. In 1920, together with his allies, campaigned for autonomy for the Yakut region. The tandem of Oюnский in Omsk, Barakhov in Yakutsk, Amosov and Orzhakov in Moscow played an important role in the acquisition of autonomous republic states for Yakutia. Their efforts were crowned with success. On April 27, 1922, the state registration of the Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic was legislatively complete. The Council of People's Commissars, headed by Platon Oюnский, began its work. He created the Oloncho Jelurier Nirgumbatur, based in various versions of the folk epic that he collected. This has become an invaluable contribution to the preservation of the cultural masterpiece and the people of Sakha as a nation and nationality. Platon Alexeyevich Oюnский was arrested in Irkutsk on February 3, 1938. He died in the hospital of the Yakut City prison on October 31, 1939. He was rehabilitated in 1955. Platon Alexeyevich Oюnский is a great son of his nation, who yearns the trust and his historical memory among the people. The future generation, and we are grateful to Platon Alexeyevich Oюнский and never forget him. Платон Алексеевич Оюнский родился 10 ноября 1893 года в Третьем Жаксолонском наследии Батурусского, ныне Татинского улуса, Якутской области. С малых лет Платон Алексеевич Оюнский находился в среде якутских исполнителей-сказателей Олонхо, и уже в отроческие годы под влиянием соседа-песенника-импровизатора Пантелеймона Слепцова научился исполнять и импровизировать народные сказания Олонхо. В 1906 году поступил в Татинскую сельскую школу, а уже в 1910 году поступил в Якутское городское 4-классное училище. В 1914-1917 годах обучался в тогда еще только открывшейся Якутской учительской семинарии. В эти годы в Якутске проходила бурная революционная жизнь, в которой явился еще молодой Платон Алексеевич. Вступив в социалистический кружок юный социал-демократ, организованный ссыльными Губельманом, Орджоникидзе и Петровским. Вместе с ним в этот кружок начал ходить революционер Максим Кирович Амосов. Платон Алексеевич Оюнский – основоположник якутской национальной государственности. После падения колчаковской власти встал давно назревавший вопрос автономии.
Пользуясь ленинским постулатом о праве нации на самоопределение, начал в 1920 году со своими соратниками деятельность, агитируя за тогда еще Якутскую область, автономию. В приобретении Якутии статуса автономной республики тандем Платона Алексеевича Аюнского и Максима Кировича Амосова сыграл решающую роль. Так, к апрелю 1922 года была завершена колоссальная работа по созданию автономной республики, проведенная под руководством Максима Кировича Амосова и Аюнского. Усилия Аюнского в Омске, Барахова в Якутске, Амосова и Ержакова в Москве увенчались успехом. Они получили поддержку Центра. 27 апреля 1922 года было законодательно завершено государственно-правовое оформление Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Президиум ВЦИК издал декрет об образовании Якутской АССР. Постановлением Президиума Ревкома ЯССР от 29 мая 1922 года было создано правительство республики, Совет народных комиссаров, который по праву и возглавил Платон Алексеевич Аюнский. В середине 20-х годов завершается становление Аюнского как писателя. Его революционная лирика вдохновляла молодых якутских коммунистов. Так он в поэме «Кыгыл Оюн» сумел создать образ шамана-освободителя. Его непревзойденный привыческий дар осуществился в становящейся поэме «Омко Сюсаллах Улу Балан». Он сумел предсказать путь развития молодой республики на целый век вперед. Его правительский дар в будущем предскажет и конец его жизненного пути. Еще одним достижением и вкладом в развитие своего народа служит создание «Омко Джулурьер Нюргун Батур». Собрав множество вариантов данного народного сказания, он создал сводный текст. Платон Алексеевич Аюнский сделал неоценимый вклад в сохранение данного культурного шедевра якутской нации, сделав одновременно с этим большой вклад в сохранение народа Саха как нации и народности. Платон Алексеевич Аюнский был арестован органами НКВД в городе Иркутске 3 февраля 1938 года, когда он возвращался с первой сессии Верховного Совета СССР в Москве. Ему было инкриминировано обвинение в якобы руководстве буржуазно-националистической контрреволюционной организации. Отправившись этапом в Москву, сумел договориться с властями о переводе его в Якутск. Умер в больнице Якутской городской тюрьмы от туберкулеза 31 октября 1939 года. Был реабилитирован 15 декабря 1955 года. Платон Алексеевич Аюнский, великий сын своей нации, по праву снискавший доверие и свою историческую память в народе. Он работал во благо развития своего народа, добился многого для него, и народ его не забудет никогда.